Я тут работаю уже в депо 8 лет. Начинается у нас рабочий с 9 утра, заканчивается в 9 вечера. 11-часовой рабочий день, сейчас до 2 обед. То Акжаик я попала, наверное, больше, скажем, случайно, чем намеренно. Но я хочу сказать о том, что у меня дедушка Буйновский Анатолий Романович долгие годы проработал начальником станции Гурьев-3. Ну и, наверное, это где-то больше заложено генетически. Здесь уже все родное, ребята все уже тоже родные. С многими мы работаем все это время. Кто-то работает здесь гораздо дольше, кто-то пришел новенький, но мы всегда рады. Новеньких обучаем. Ребята все хорошие, коллектив хороший. Понимаем друг друга с полуслова. В работе разногласий у нас нет. Все дружно, потому что в такой работе надо быть дружными, надо быть коллективными. Уже, можно сказать, я научилась этому на месте, но у нас здесь периодически проходит обучение. Это у нас АЦНК, аттестационный центр неразрешающего контроля. Они постоянно нас аттестовывают, также повышают наш уровень знаний, и мы получаем сертификаты об обучении. Производство у нас тут тяжелое, шумное. Люди работают профессионалы, ко всему привыкают. Сама работа, она сложная, но чем сложнее работать, тем она интереснее. А с мужчинами, с моей точки зрения, работать чуть-чуть легче. Потому что где-то часть физической ответственности мы можем переложить на них. И с супругом мы познакомились случайно. Это был день рождения моего сына, и мы оказались в одном месте в одно время. Но получилось очень довольно-таки неожиданно. Тогда еще не была развита мобильная связь. Я написала ему номер телефона на салфетке. Он не сразу смог дозвониться. По-моему, он дозвонился до моего руководства. Ему, соответственно, не дали юридический адрес. Но через неделю он нашел все. Мы уже даже вне дома, вне работы разговариваем очень громко. Многие даже удивляются этому, что мы разговариваем на повышенных тонах. Но это не повышенные тона, это мы так, что практически ежедневно мы находимся в помещении повышенного шума. Я сейчас являюсь председателем профсоюза железнодорожников Атыраускской области. Мы занимаемся организационными моментами, какие-то мероприятия, соответственно, по коллективному договору. Мы очень тесно работаем с работодателем. У нас организация общих мероприятий идет. Люди входят в профсоюз, да. Стараемся. Волонтерство, оно идет из семейного воспитания, из родительского дома. У нас всегда мама всем помогала, старалась помочь. Не делили животные, люди или еще какие-то там у кого-то проблемы. Их даже, у меня мама вообще, она была тоже в свое время в профсоюзе, и они даже их называли командой благотворительной. Это идет от души, от сердца. Чаще всего люди к этому приходят, которые прошли какой-то свой сложный жизненный путь. Переборов какие-то ситуации жизненные, какие-то препятствия. Люди рано или поздно к этому все равно приходят. В 2019 году был оформлен, уже юридически зарегистрирован общественный фонд «Атырау-6 регион». Помогаем социально уязвимым семьям, детям. Проводим мероприятия, праздники в центрах адаптации, во всех спеццентрах. Также не оставляем без внимания стариков на 7 мая, на 9 мая. Постоянно посещаем. Для нас каждая помощь, она по-своему масштабна. Кому-то кушать нечего, кому-то одеть нечего, кому-то денег не хватает, у кого-то онкология, у кого-то инвалидность. Поэтому каждая помощь для каждой семьи – это масштабная помощь. Я, в принципе, пришла к такому выводу за время волонтерства, что все-таки добродушных людей у нас больше. В Казахстане люди открытые, добродушные, всегда готовы прийти на помощь. Поэтому в нашей стране это очень сейчас прям развивается большими такими темпами. Ну да, это должно быть где-то, наверное, заложено, опять же, я повторюсь, это должно заложено быть семьей в родительском доме. Также мы стараемся воспитывать своих детей.
И я попробовала себя в многих сферах, и все-таки вот я пришла к тому, что к железной дороге больше, наверное, лежит душа. Большой коллектив, сложная работа, постоянно какие-то новые технологии, нововведения, процессы не стоят на месте. Все это идет вперед, цифровизация. Сейчас вот у нас руководство много предпринимает новых идей, внедрений, которые стараются внедрить в практику и облегчить нам жизнь. Ну, не зря наши предки говорили, труд облагораживает человека. Трудиться надо. За счет этого мы растем, мы развиваемся, мы становимся коммуникабельными. Очень много плюсов, я считаю, в этом.